За первые десятилетия 2000-х годов численность татар в России значительно сократилась. Ежегодно безвозвратно исчезают десятки языков. Перед нашим народом стоит большая ответственность как перед предками, которые оставили нам богатое наследие и память о великих событиях и достижениях, так и перед нашими потомками. Ведь каждый из нас убежден, что татары не должны стать статистической единицей в графе «национальность», численность которой будет с каждым годом сокращаться. Узнать, почему так происходит, можно только услышав истории жизни татар и объехав Ростовскую область и попробовать ответить на вопрос, что происходит с татарами. Начнем свое путешествие с Татарки. В живом примере, как из станицы с 1000 человек татарского мусульманского населения, сначала образовался хутор Татарка, а позже и он растворился, став небольшим микрорайоном города Новочеркасска. На этом камне у нас 2 колонки. В одной колонке написаны люди, которые не вернулись из фронтов, а на второй части, которые вернулись из фронтов. Но факт то, что их в живых в данный момент нет. Наш этот хутор, татарский, он по одним рассказам, он основан в 1509 году где-то. Другие говорят, что в 700 каком-то году. Документов нету, исторически. У нас вот мечеть вот в данный момент стоит сейчас на этом месте, магазин стоит. Медресе сохранилось, но его не возвращают. Почему? Потому что нет документов. Тут же в основном татары жили. Потом после войны начали народы другие приезжать. И вот сейчас вот кинься, здесь вот 5-6 дворов осталось, коренных татары. Остальные все это уже живут такие люди, приезжие. Дело в том, что даже на улицы были названы в городе, были улица Татарская названа. Она была названа здесь, в городе, и на поселке была. Почему? Потому что завод «Невс» после войны восстанавливали татары. Приезжали с Казани оттуда, с Пензы приезжали, восстанавливали завод Буденный, имени Буденного, в основном татары. И здесь татары работали. Вот мой дядька работал в последнее время, ушел на пенсию, обкатывал электровозы. Здесь у нас была школа грамотности, были люди, которые обучали маленьких детей арабскому языку. У нас нет преподавателей, чтобы обучать татарскому языку. Я к Равиле тогда обращался, он мне там провозил книги там какие. Но факт то, что там книги-то одно, а факт то, что надо алфавит там какой-то там, чтобы что-то изначально. У нас такого нет. Тут татар мало, и все девчонки, которые, они все за русских повыходили. То есть татарских именно свадеб не происходит? Нет, потому что и если парень, он женится на русской, она за русского выходит как-то, и тут их совсем сейчас мало. Старые поумирали, а есть какие молодежь разъехались. Ну, в общем, с традициями тут плохо, потому что, ну, людей там всего осталось несколько семей. Вот Ластоверовы, хоть там у них и корни как-то, вот у Санюшки там отец наполовину русский, но она вот такая вот, она все чтит, все делает, как бабушка и учила. Вот Ластоверова Санюшка там у нас, она Козлова. А потом у нас есть еще Хадича Олейника, хоть муж у нее русский был, она всех по-своему, вот она все соблюдает. Вот у нас вот потом Даликовы, ну, несколько семей всего лишь. Праздники всегда справляли. У нас вот еще тогда годы такие были. Ну, нечем было угощать даже. Все равно каких-то пышечек нажарят, и ходят бабушки, и молились, ходили. Ну, и сейчас стараемся по возможности, праздники отмечаем, собираем. Старые уже совсем у нас мало. Ну, бывает, что из города приходят. Там же тоже татары есть. Вот, отмечаем, каждый праздник отмечаем, а как же. И детей учим, чтобы умели, чтобы не забывали. Я особенно говорю девчонкам, у меня 2 внучки, говорю, вот я умру, а вы вообще забудете за все. Нет, говорит, а бешка, йок. Син без дыратасын, her bayramını katasın. Her bayramına aynı biz anlatıyor kata. Biz тоже kötürüz. Ну, тем якше. Min annan köre, men ничек kötürüz. Вот, шлай. А там anam okuydu, anlar okuydu, oturup kıranlar kitaplar okuydu.
Biz tınlıydık, yaşlarıydık. Söyleydiler Tatarça, bir de kaldırmaydılar. Urusça söylersek oturuşup bizne kınıydılar. Köpme dünya yüzünde Tatar Müslüman ümmeti var, köpme bala çaga, köpme var. Allah'ını gına anlatmasınlar. İki kullarını götürüp yerteblentirip açsınlar. Allah Teala minnep şeker bu kine mecid kizgeneme deyip. Oşla etirge gerek. Tırdın yerteblentirge. Allah Teala minnep şeker. Bu kine mecid kizgenene, tınıçtın bir genene şeker edip tırırge gerek. Мама одна нас всех выкормила, высмотрела. Годы были тяжелые, как знаете, как всегда. И голод, и холод, все перенесли. Слава Богу. Теперь вот одна осталась. Все поумирали. Одна. Мама вас учила татарскому языку? По-татарски разговаривали, все по-татарски учила. Молиться учила, посадит нас всех на кровать. И читает молитву. Так, запоминайте. Буду спрашивать. Вот так учили нас. Тоже с внуками. Стараемся разговаривать по-татарски, чтобы понимали, чтобы знали свой язык. Конечно бы, если была бы мечеть своя, и детей бы водили, и дети бы учились, что-то понимали бы. А пойти некуда. Где бы мы ни родились, татары, мы всегда стараемся найти своих, чтобы общаться, праздники проводить, хоронить наших стариков по нашим обычаям. Хотелось бы, чтобы этот хутор получил какое-то дальнейшее развитие. Если этого не будет, это тупиковая ветвь. Все это пропадет, все это забудется. Дети наши ассимилируются с местным населением, перемешаются и поменяют название этого хутора Татарка, и все забудется. Татары – народ с богатой многовековой историей. На Дону татары живут с 1600-х годов. Об этом есть подтверждение в исторических документах и материалах. Материальное подтверждение – это фрагмент надгробной плиты с арабской вязью и указанием 1194 года по хиджре, что соответствует 1780 году. Но что бы почувствовали наши бабушки и дедушки, если бы им сказали, что все, чем они дорожили – родной язык, религия, неповторимый национальный мон – может исчезнуть. А мы продолжаем наше путешествие, и, посетив Белокалитвинск, Тацинск, Морозовский районы, мы прибыли в единственный сохранившийся татарский хутор Кызыл-Аул – Красная деревня. И татары, живущие в Волгоградской области и севере Ростовской области, являются родственниками и земляками жителей татарского хутора. Основан был наш аул в 1935 году, и основной переезд людей был сюда в 1940 году, так скажем. Раньше здесь в ауле, в принципе, жили практически одни татары. По-моему, только одна семья была русских, остальные все были татары. Сейчас перемешалось все, но в принципе живем дружно. Хотелось бы еще дружнее. Помнится, как родители строились, когда весь аул собирался, все весело строили, всем было все прекрасно. После стройки ни одну гармошку, наверное, порвали, но дело в том, что было очень все дружно. Татары – это очень дружный и очень доброжелательный, хороший народ. Но сейчас у нас что-то поломалось, но нету общения. Мы, когда строили эту мечеть, было все это организовано, было очень у нас весело. Все праздники, пускай не все намазы были заполнены, а все праздники мечеть заполнялась. Было радостное настроение, было общение среди всех татар, среди всех мусульман. На сегодняшний день у нас что-то лопнуло где-то, непонятно где. У нас все разъединилось, никто не ходит. Почему-то все эти разъединились, непонятно из-за чего что. Хотя причины тут каждый свои высказывает, но это очень, очень тяжело для нас. Поселок наш, Кызыл-Аул,
мы называли всегда в свое время Эктыюл. Нам это очень нравилось, и другого названия в те времена у поселка не было. Я общаюсь с семьей со своей на татарском языке, и я именно здесь большую практику я здесь прошла. Я жила здесь буквально в 2 домах от мечети. Вот. И у нас была бабушка, которая нас научила разговаривать на татарском языке. Вот. И сейчас во время общения с татарами нашего города Суровикино они удивляются моим знаниям, моим речевым оборотом на татарском языке. Не знаю, я разговариваю на татарском языке и учу своих детей и внуков. Татар авылында торабыз. Габдулла Тукай әйткәндәй, нәкъ безнең авыл турында бер сүзе бар, бер шигыре бар. Тау өстендә урнашкандыр безнең авыл. Бер шишма бар, якын безнең авылга ул. Авылымның ямен тәмен белән, суын тәмен белән. Вот безнең авылда да шундый бик күңелле авыл, бик матур җирдә утырган, ерак кына түгел, тоже шундый ук шишмә бар. Күрше авыллардан килеп, шул шишмәнең суын дару өчен алып китәләр. Татарларның шундый әдәте бар. Любой җиргә килеп ис алганда сразу мунча ясый. Татарларның чисталыгы шуннан аерылып тора. Мунчасыз бер каяда бер татар семьясы да тормый. Урыф әдәтләргә килгән чакта шулай ук мәйет булганда весь авыл чакырган, чакырмаган җыелышып барабыз. Муллабыз бар, мәчеткә йөриләр җома намазларына. Җиделәрен, эшләрен укыталар. Балаларны, инде оныкларыбызны, минем инде правнуклар, аларның да татар исемнәре, хәзер инде смешанная семья инде барсы да балаларны да өйрәтәбез, барысы да беләләр, оныкларны да өйрәтергә тырышабыз. Урыф әдәтләрне ташламыйбыз. Әбиләр ничек өйрәткән, шулай без торабыз. Мин келеймін, чтоб мені ланнарым, аныкларым всегда Алланы сағынсыннар. Юлға шыққанда өз дінләрін білсіннар. И чтобы бізді кашанда нинди диньяда не разлучал. К сожалению, очень оторванность долго от корней привела к тому, что духовная практика пропала. Вот совершение намазов, выполнение, вот это все пропало. Это проблема, конечно, как это вернуть. Ну, вернуть можно только с молодежью, которая должна, как говорится, изучать свой язык, изучать свою веру. И если мало, потому что старики, они уже, как сказать, ну, в силу здоровья уже некому сейчас подхватить. Вот это проблема, конечно. Потому что молодежь, которую подучили в 2003-2004 году, проходили ребята практику и учили. К сожалению, вся эта молодежь сейчас уехала. Вот я не знаю, кто-то остался или не остался, кто хотя бы там знает, там что-то прочитать. Это, конечно, проблема. Дети — это детьми, а внукам важнее. Поэтому все, что от нас зависит, мы пытаемся делать, чтобы он не забывал свои корни, откуда они, что он не забывал, что он мусульманин, татарин. Вот, делаем все. Проживаю в поселке Кызылаул по улице Мусы Джалиля. Живу уже здесь 40 лет. Вышла сюда замуж. Вообще родом я из Волгоградской области. Дети здесь родились, и теперь уже внуки здесь. Все рады тому, что мы живем в станице в такой. Ну, сохраняем свои традиции, стараемся быть настоящими татарами, хотя у нас уже много живут разных национальностей в нашем ауле. Но я хочу, чтобы в нашем ауле все жили подружнее, справляли какие-то праздники вместе. Мы стараемся этим, справляли, делали праздник аулу. Все так хорошо прошло, много татар было, собрались даже с близлежащих сел и деревень. У нас есть свои традиции, которыми мы, и дети наши знают эти традиции, и прививаем нашим внукам. Мои внуки очень любят наши татарские блюда перемеща. Они с удовольствием едят. Нам становится обидно,
Они после нас суровикинские, морозовские. И у них до сих пор все это объединенно и дружно. И все это, как говорится, что люди, которые этим занимаются, и все это. А у нас почему-то пошло в другую сторону. Молодежи уже нет, как говорится. Это, наверное, судьба, время подходит такое, которые уезжают. И у нас-то какие дети и молодежь вся. Они, как говорится, получают образование, едут по городам, работают. Пока здесь не будет условий, чтобы людям было как-то развиваться и жить, кто же тут будет? Тут остались вот вокруг только пенсионеры, которые уже нельзя отсюда уходить. Потому что вот дети приглашают нас в город, а я там сейчас не смогу. Не смогу, я уже не привык. А молодежи надо учиться развиваться. Что же они тут будут делать? Здесь ведь, ну, есть там какая-то музыкальная школа, ну и что? Или там в школе есть там спортивный кружок, ну и что? Дальше-то что? Да, конечно, в газете хорошо пишут, красиво, но это так, писать-то легче. Вот в чем дело. А на самом деле условий никаких. Никаких. Даже магазина нет. Я же говорю, магазина нет. С советских времен, я помню, секретарей откуда-то присылают, которые здесь не жили, не заинтересованы. Им это не надо. Им это не надо. И поэтому вот так мы и сюда штрафников посылают. То нам главу врача посылают, то нам секретаря посылают, то там еще что-то. А местных, которых мы знаем, которым мы доверяем, которых местные хорошо, их почему-то мы никак не можем организоваться. Не можем. Вот поэтому и получается разваливаться хозяйство. Кому это нужно? Только мы сами можем взять ответственность за свою культуру и за свой язык. Рахмят. Татары – народ деятельный, как говорится, «бір яхшы эш, мең яхшы сүзден артык». Одно доброе дело дороже 1000 добрых слов. Татары – это народ, который во все времена работает на созидание. Мы не должны ждать, что нам принесут на блюде рецепты счастья. Мы можем сами взять на себя ответственность и за сохранение языка, и за сохранение традиций, и за передачу будущим поколениям того, чем мы дорожим как народ. При любых исторических переворотах мы твердо стояли на ногах. Так будет и впредь. Большинство татар Ростовской области живут в крупных городах. У многих их предки – выходцы из Пензенской области, приехавшие в послевоенные годы на строительство крупных промышленных объектов. На Дону сейчас живет 3-4 поколение татар, родившихся вдали от исторической родины. Надо помнить, что нация не исчезает в одночасье, но исчезнув, уже не восстановится никогда. Не случайно мы начинаем съемки нашего фильма в здании Донской государственной публичной библиотеки. Среди писателей, внесших свой значительный вклад в шедевры мировой литературы, очень много татар. Это Габдулла Токай, чей день рождения мы всем татарским миром празднуем в апреле. Это Абдулла Алиш, чьи сказки и стихи мы учим в детстве. Это герой Советского Союза Муса Джалиль и 10 его боевых товарищей, которые внесли неоценимый вклад в поэзию о Великой Отечественной войне, чьи стихи мы учим ежегодно на всемирном конкурсе, проводимом татарским миром «Джалиловские чтения». Мои родители приехали в Ростов-на-Дону на работу на завод «Россельмаш». Я родилась в Ростове-на-Дону. Сыновья мои родились в Ростове-на-Дону, Дамир и Рифат. 2 внука, Ильдарчик и Самирчик. Получается, мы уже коренные ростовчане. Несмотря на то, что мы находимся далеко от Татарстана, мы чтим традиции, изучаем язык и гордимся, что мы татары. Мы родом из Сальского района Ростовской области, но наши дедушки и бабушки, они-то вообще из Волгоградской области, из Бахтияровки. А мы уже все здесь родились в Ростовской области. С нас 5 человек. С детства начали разговаривать по-татарски, и татарский язык, конечно, мы знаем. Когда с детства учишь, то он остается на всю жизнь. Появились внучка и внучек. Ну, мы стараемся, конечно, чтобы они тоже поддерживали традиции татарские. Ходим на мероприятия, сабантуи посещаем, концерты из Казани. Ну, мы татары, мы все одной нации, какая разница, кто где живет. Мы всегда чувствуем
друг друга. Ну, встретишь татарина, это как родственник твой. Biz o'zimiz Qozon yog'indan. O Mishar,lar, Astrakhan tatarlari, Penza tatarlari degan bizning uyda anday uylar yo'q bizning. Bizning uchun bitinisi tatar. Mishar tatari ma'lum, Qozon tatari ma'lum deb yurmaymiz. Bitinimiz bir saban to'yda, bitinimiz bütün мероприятияларда uyushtirib qatnashib yuramiz. Jillar, biyib, chechaklar asab, ish-pishmoqlar asab. Shunday ko'ngilli deb birgalab bunda yashaymiz endi. Потому что я татарка, вне зависимости от того, где бы я ни находилась, будь то Байконур, Краснодар, Ростов, я чувствую себя одинаково комфортно, поскольку я говорю на родном языке, я впитываю родную культуру. И то, и другое я могу передать своим детям. И призываю вас к этому же. Дарья Вулсон. В моем родном городе Ростове-на-Дону встретились папа с Ульяновской области и мама с Пензенской. Так получилась наша татарская ячейка. Аким с учительской семьи. Поэтому с детства он учил меня татарскому, арабскому алфавиту, писать, читать. Я считаю, ребенку нужно с детства закладывать знания родного языка, культуры. Старшему поколению нужно заниматься внуками. Во время общения с бабушкой и дедушкой внуки постигают важные вещи, которые остаются с ними на всю жизнь. Я родом из Башкирии, из города Октябрьска. Там родились и жили мои родители. Меня радует то, что нашлись люди, которые организовали, создали это татарское общество в Ростове-на-Дону, в Ростовской области. Самое главное, все эти татары, они одним духом хотят сохранить свою нацию, свой язык, свои традиции. Занимаюсь общественной деятельностью с 2009 года по сохранению и развитию родного языка, культуры, этноса. На Донской земле проживают более 150 культур, национальностей. Мы все стараемся жить в мире, в дружбе, в согласии. У нас это получается. Из гордости я могу сказать, что мы живем дружно, радостно. У меня есть многочисленная, межнациональная, дружная семья. И я этим горжусь. 2021 елда булачак халык алдын санын алуда катнашырга барыгызны индибез һәм чакырабыз. Татар телебезне, динебезне, халкыбызның үз кыйммәтләрен югалтмаска һәм дә инде киләчәктә халкыбызның сан ягыннан да һәм дә инде мөгалләмә ягыннан да, дин ягыннан да үстерергә барыгызны да чакырабыз. 2021 елда булачак халык санын алу исәбе бу безнең өчен зур мөмкинчелек һәм дә инде без анда һәммәбез дә кайда гына яшәсәк тә, кайсы илдән килсәк тә, кайсы төбәктән булсак та, без татарлар, без татар балалары, туган телебез татар теле дип язылырга тиешбез. Сохранение родного слова и родной мелодии – это любовь к своему народу, уважение к своим предкам и моральный долг. Мы видим свое будущее в сохранении родного языка, культуры, традиционных духовных и нравственных ориентиров, религии. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Bütün galamni yoktan bar kılışı, terbiye kılışı, Rabbimiz Subhanahu wa Ta'ala'ga hamd sana olup muktavlarımız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, anın hürmetli gaylesine, barlık sahabalarına, kümüllerin türünden şıkkan selamlarımız, hem salavatlarımız bulsaydı. Allah Subhanahu wa Ta'ala illerimizge, günlerimizge, yurtlarımızga, meşitlerimizge hayırlı eminlikler, tinçlikler, avrularga hayırlı şifalar, dinsizlikte, tevfiksizlikte, namazsızlıkta yürüyüşlerge Allah Subhanahu wa Ta'ala tevfik, hidayet, istikametler nasip ve müyesser kılsaydı. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Хурматли дин кардашларим. Мой совет всем татарам, которые имеют детей и которые планируют в будущем обзавестись семьей, в первую очередь уделять внимание религии, национальному вопросу, привитию детям любви к своему народу, обучению родному языку и применению его в жизни. В этом случае, думаю, ситуация изменится в лучшую сторону. Предки мои с Пензенской области. Период таких был годов очень тяжелых в России, как мне рассказывали. Это 30-е годы. Репрессии были, и они решили переехать в Ростов. Собрались и уехали сюда.
Жизнь такая слишком суетная, быстрая, некогда людям заниматься. Вот в мечеть не успевает ходить, потому что они работают с утра до вечера, а то и на 2-3 работах работают. Ну, просто людям больше надо внимания уделять духовному воспитанию и своих детей, и с собой заниматься, обращать на это внимание. Родился и вырос в Ростове-на-Дону. Корни из Пензенской области, село Решетино. Постоянно посещаем эти края, чтим традиции. Біздің абибуларбыз үйренген нәрселеріне, білген нәрселеріне өз балаларына, өз онукларына аны тапшырырга тиіш, иншалла. А вы говорите, татар мало. С нашего Ульяновска, с Новгорода до Волгограда кругом татарское все, полно татар. И по духовному вопросу там во всех мечети строят. А то, что в Ростове была перепись, молодежь как-то не говорили, что он татарин, говорили русский. Вот оттуда пошло, что-то много скрывали или стеснялись, я не знаю. Радоваться надо, что ты татарин, что ты русский. Различий нет у нас. Быть татарином – это чувствовать связь со своим народом. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишары, кряшины. Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, как среди братьев. Каждый уникальная личность, но вместе одно целое, одна семья. Мы должны помнить, что мы один народ – татары. Самые мы, получается, татары-мишари, поволжские. Но вот среди нас, ростовских татар, нет разделения там казанские, мишарские. Все мы говорим на татарском языке. Да, может быть, какие-то речевые различия, но мы друг друга понимаем. В крайнем случае, если мы что-то не понимаем, всегда есть универсальный русский язык, который позволяет перевести одно татарское слово на другое. День города, и Сабантуй, и другие общественные мероприятия, куда получается прийти, чтобы как бы показать то, что вот мы татары вместе, мы существуем, мы не просто на словах татары, а мы есть. Чтобы татарский народ не прекратил свое существование, не растворился в великом и могучем русском народе, достаточно, чтобы каждый, кто считает себя татарином, общался на родном языке. Если не будет этого общения, если не будет приобщения к татарской культуре, если не будет посещения татарских мероприятий, где будут видны обычаи к тому, что нам пришло от бабушек, от дедушек, где будет приобщение к основам ислама, и только вот это может удержать как-то подрастающее поколение в сфере татарской культуры. Наша татарская диаспора уменьшается. А почему уменьшается? Потому что у нас не было негде встречаться. Ну, не каждый день встречались, но хотя бы раз в недельку собирались. Просто чтобы увидеться, как, что, где, как происходит. Вот когда идет Сабантуй происходит, да, даже русские приходят туда посмотреть. Потому что интересно. А некоторые уже не верят или не ходят, уже как-то неправильно относятся. Вот надо прививать, как говорят, с молоком матери. Поэтому мы вот эту нить потеряли. Вот надо сейчас ее найти, где этот конец. И потихонечку, я знаю, что сразу все не получится. Надо с чего-то начинать с мелкого. И потом потихонечку, как в борьбе. Пришел молодой маленьким, и вот я пошел по карьерной лестнице. Достиг, вот чего мне Аллах дал, того я и достиг. Пускай кто-нибудь попробует больше, кто-нибудь завоюет. Я буду только радоваться за него. С ранних лет всегда родители прививали татарскую культуру, что и я стараюсь прививать своей дочери и, соответственно, своей внучке. Мы всегда росли с музыкой, с песнями, с танцами. Всегда собирались родственники татары,
и всегда это сопровождалось песнями. Мы очень любим наш татарский праздник Сабантуй и всегда принимаем в нем участие. Чтобы не потерять ниточку татарского народа, хотелось бы, чтобы побольше слушать татарские песни, слушать татарский язык, принимать участие в концертах, в которые приезжают артисты с Татарстана. Моя мама все время старается разговаривать с Маргаритой на татарском, чтобы она тоже могла его понимать и на нем разговаривать. Родители меня отдали, я обучалась татарскому языку при Доме пионеров, раньше было. Там же проходили курсы арабского языка. Я изучала арабский, именно как читать на арабском языке молитвы. В семье стараюсь прививать детям культуру татар, готовлю блюда, стараемся музыку слушать на татарском языке, все праздники стараемся соблюдать. Когда проходят какие-либо мероприятия с участием татар, мы активно смотрим, болеем всей душой, что вот татарин, ура, победил, или татарочка. Сопричастность к великим историческим процессам, безусловная любовь к отеческим пределам и культуре своего народа – это то прочное основание, которое позволяет каждому найти себя, объявить о своей верности и принадлежности к татарскому миру. Миллионы татар, живущие на огромных просторах России и в мире, являются частью большой татарской семьи. Татары – народ с богатой историей, насыщенный событиями мирового масштаба. Историей сложной, драматичной и величественной. Века становления сменяли периоды распада государственности и ее нового возрождения, но связь времен не прерывалась никогда. Мы видим свое будущее в сохранении и обогащении культурного наследия нашего народа. Татары – неотъемлемая часть многонациональной России и многонационального мира, чьи моральные основы и человеческие ценности едины. Любовь к родине, любовь к близким, взаимопомощь, доброта, честность, искренность, уважение к другим и к себе. Когда я вышла замуж за татарина, я полностью окунулась в обычаи татарской культуры, научилась готовить татарские блюда, стали участвовать в различных праздниках, конкурсах и пошили ребенку татарский костюм. Пытаюсь воспитывать дочку в традициях именно татарского народа, чтобы она чтила их традиции, чтобы она учила татарский язык, также увлекалась, занималась. Biz Tatarlar кайдагы яшәсәк тә, Краснодар, Сочи, Анапа, Ростов, biz татар булып кала беләбез. Безнең әби-бабаларыбыздан калган үзебезнең ана телебез бар. Безнең үзебезгә генә хас гореф-гадәтләребез бар. Безнең моңлы җырларыбыз, матур биюләребез бар. Татарстаннан ерак яшәсәк тә, гүзәл Казаныбыз, рухи һәм мәдәният үзәге безне берләштерә. Без татар милләтеннән булганыбыз белән горурланабыз. Ростов өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез. 2021 елның апрель аенда Россиядә чираттагы халык санын алу чарасы узачак. Җан исәп татарлар өчен аеруча да мөһим, чөнки бу халкыбызның бердәмлеген күрсәтергә зур мөмкинчелек. Узган халык санын алу нәтиҗәсендә татар милләте Россиядә 2нче урында булды. 2021 елда да biz бүленмичә милләтебезне татар дип күрсәтеп, әлеге лаеклы урыныбызны югалтмасак иде. Татар халкы Россиянең кайсы почмагында яшәсә дә, телен, динен, мәдәниятен, тарихын, гореф-гадәтләрен, йолаларын саклый һәм үстерә. Тарихның төрле чорларында, тарихи ватаннарыннан читкә чыгып киткән гаиләләрнең нәсел дәвамчылары бүгендә бөтен дөнья буенча сибелеп яши. Алар һәр кайсы үз урынын табып, җәмгыятькә файдалы булып хезмәт итәләр. Таркаулык ул үлемгә китерә. Тарихка күз салсак, гыйбрәт алырлык вакыйгалар шактый. Шуңа күрә бергә булыйк, бердәм булыйк, дуслар. В городе Ростове-на-Дону осуществляют деятельность 20 национально-культурных объединений. Одно из них, наиболее авторитетное, наиболее активное на сегодняшний день, это татаро-башкирский культурный центр Якташлар.
Сегодня их деятельность направлена на сохранение национальной культуры, традиций, языка. И они действительно вносят большой вклад сегодня в гармонизацию межнациональных отношений в нашем многонациональном городе. В основном, конечно, деятельность направлена на духовное, патриотическое воспитание молодежи. Тесно взаимодействуют с администрацией города Ростова-на-Дону. И горожане очень любят и знают это объединение, и в том числе ежегодно проводимый праздник Сабантуй. Он объединяет представителей не только татар и башкир, а в том числе и представителей разных национальностей. Это один из факторов стабильности наших гармоничных межнациональных отношений в городе Ростове-на-Дону. Я знаю, что в этом году вам предоставлено помещение, которое действительно поможет вам как в проведении вашей работы. Ну и ждем вас на наших мероприятиях и надеемся на нашу совместную работу. Который год функционирует общество, в этом году оно расширилось. Я говорю про Якташлар, да, наших коллег, которые входят в состав консультативного совета при губернаторе, ведет активную гражданскую позицию, ведут активную работу. Прежде всего нужно сказать, что работа направлена на сохранение культуры, языка. Помимо этого активно участвуют в социально ориентированной деятельности, участвуют в наших проектах, реализуют социально значимые проекты. Кроме того, также плотно сотрудничают с отделом по вопросам межнациональных отношений. Помимо этого участвуют в патриотическом воспитании, участвуют в поисковой деятельности. Они проводят диктант татарский по татарскому языку, активно участвуют в этнологическом нашем диктанте, который область проводит. Нам повезло родиться, жить и приносить пользу своему народу. Везде, где живут татары, мы всегда это чувствуем. Чувствуем единение и силу наших предков, силу нашего народа. Их туған тел, их матур тел, әткәмен кәмнең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, син туған тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туған тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әбкәм әкият сөйләгән. Аннары төннәр буе әбкәм хикәя сөйләгән.